На каждом этапе пути я устраняю препятствия, исцеляю и защищаю тебя, что я всегда буду с тобой, каждый раз, когда у тебя возникают проблемы или ты не можешь найти решение чего-то, что кажется невозможным, просто молись, и я услышу тебя. Я отвечу на твою мольбу любовью, не теряй на меня надежды. Не забывай, что я имею право творить и разрушать. Когда вы думаете, что что-то идет не так, поверьте, что я работаю, чтобы помочь вам. Отбросьте страх, боязнь того, что скажут, и оставайтесь верными в молитве. Никто не перейдет вам дорогу и не напугает, потому что мое слово даст вам силу веры и мудрость, необходимые для движения вперед. Твердо идите к своим целям, не оглядывайтесь назад, смотрите вперед, ибо я перед вами, открывая пути. Не забывайте всего этого, что я говорю вам, храните это в своем сердце и применяйте на практике, потому что я, ваш Бог, никогда не оставлю вас. Независимо от времени, дня или момента, ты можешь поговорить со мной, когда захочешь. Не позволяй никому говорить тебе, что ты не можешь. Я всегда жду, когда ты придешь ко мне. Я прекрасно знаю, что ты переживаешь очень трудное время, и тебе порой трудно контролировать себя. Но ты должен не дать врагам достичь места назначения и заставить тебя согрешить. Поэтому доверяйте мне свои проблемы каждый день. Я пришел облегчить твое бремя, хочу помочь тебе и дать тебе покой. Я обо всем позабочусь, тебе просто нужно идти рядом со мной и доверять своему Небесному Отцу. Даже если ты не знаешь, что творит судьба, я тот, кто знает хорошо. Тебе будет нелегко понять то, что я тебе говорю, ибо я знаю, что ты плохо провел время, но учти, что с той же силой, с которой ты плакал, с той же силой ты будешь счастлив и насладишься моими благословениями. Утром я увидел твое сердце грустным, разочарованным и обиженным. Но я пришел предложить тебе свое плечо, чтобы поплакать, чтобы ты мог дышать, вынуть то, что носишь внутри, и оставить это мне, чтобы дышать. Перестаньте сомневаться и полностью поверьте, что у меня есть сила положить конец всем вашим проблемам и заставить тех, кто обидел вас, отступить и увидеть мою силу в вас. Я буду тем, кто утешит тебя и наполнит покоем в твои мучительные ночи, и когда взойдет солнце, твои полные слез глаза увидят награду за твои усилия, конец твоего отчаяния. Вот и ваши благословения, поверьте мне, потому что я не лгу. Возьми руку, вдохни. Это счастье я дарю тебе, закрой глаза, пока не успокоишься, прислушайся. Прими эту истину сейчас, моя рука напишет ее на твоем сердце. Слушай, принимай, помни, твои проблемы не вечны, все заканчивается. Боль, беспокойство и эмоции, застрявшие в вашей душе, скоро закончатся. Вам еще нужно чудо, но нужно быть спокойным и сохранять веру, потому что все необходимые вам чудеса я совершу, ваши ситуации пройдут, это слово очистит ваш разум от всех тревог. Я твой пастырь, ты ни в чем не нуждаешься, будет хлеб на столе и хлеб в кладовых, но и в доме твоем будет счастье. Ты больше не будешь стоять так, словно к твоим ногам привязали тяжелые камни, ты больше не будешь тащить свою душу, идя по жизни. Снимите повязку с глаз, чтобы увидеть и полюбоваться тем, что у вас есть, и если вы продолжите в том же духе, держите меня за руку. Не отпускай, потому что я поддержу тебя в трудную минуту. И если вы столкнетесь с новыми проблемами, не бойтесь, я ваш защитник, ваш советник, ваш сторож ночью и ваш свет днем, ваш Отец на вечность, голос, который ведет вас.
Я люблю тебя, но знаю, что тебе это кажется невероятным. Вы много пострадали и настолько разочарованы своим разбитым сердцем, что больше не верите в любовь. Вам хочется верить, но голоса сомнения поколебали вашу веру и ударили по стенам вашего разума. Но я говорю вам, не сражайтесь больше, дышите этим миром, откройте мое сердце, впустите меня своим сияющим мечом, и я разобью все эти жестокие сомнения на куски, и они будут брошены на дно моря. Подумай, ты уже видел мою руку в своей жизни, сколько раз я творил чудеса, но ты забываешь, проблемы отвлекают тебя. Ты хочешь знать, что будет, тревога окружает воспоминания и прячет их в углу несчастья. Сегодня я вдыхаю дыхание жизни, возрождаю те прекрасные эмоции, которые дремали, я даю силу твоему телу, я выдергиваю из стебля твоих воспоминаний те мечты, которые казались старыми и старыми. Что это не случайно? Ты слышишь эти слова сегодня, потому что я люблю тебя и очень хорошо знаю, чего хочет твое сердце. Я даю вам столько власти и силы принятия решений, что вы сможете разрушить все проблемы, которые приводят вас к депрессии. Я хочу, чтобы вы знали это, когда слышите мой голос и питаетесь этими словами, которые дадут вам уверенность, веру и силу, которые вам понадобятся сегодня. Вы получите отличные новости, большие и хорошие возможности. Будут также проблемы и ситуации, с которыми придется столкнуться, но доверие необходимо, потому что за конфликтами скрывается большее благословение, чем вы можете себе представить. Я любящий отец, и у меня есть планы на благо и процветание для вашей жизни, а также для вашей семьи. У меня есть план и цель, и именно поэтому я говорю вам сегодня: выбросьте из головы сомнения и жалобы и не позволяйте никому заставлять вас думать негативно. Многие люди просыпаются каждый день и первым делом жалуются на свои проблемы и на то, чего у них нет, не ценя благословений, которые я им дал, потому что они кажутся маленькими. Но позвольте мне освежить ваше мышление. Когда вы молитесь, я уверен, что услышу вас, обращу внимание и дам вам ответ, которого жаждет ваше сердце. Я окружу тебя милостью в таком славном и прекрасном виде, слаще меда и ярче дневного света. Эта божественная любовь освещает каждый уголок вашей жизни, стирает ваше прошлое, ошибки, которые вас мучают. Очисти свой разум от злых мыслей, очисти свою душу от всех нечистот и оставь свою душу свежей и блестящей, яркой и прочной, как алмаз. Ты не один, я не покидал тебя и ни на секунду. Теперь посмотрите на эти проблемы такими, какие они есть на самом деле, и еще один шаг на пути к победе. Все конфликты и сложности остались позади, вам не дано вернуться в прошлое. Посмотрите на горизонт, впереди ваше благо. Не возвращайся, в стране одиночества тебе больше нечего делать. Многие последуют за тобой во времена процветания, ты поведешь их, а я открою двери в это место, и когда ты победишь всех своих врагов. Больше ничего вас не будет беспокоить, болезненные эмоции закончатся, печаль и это чувство одиночества исчезнут. Почувствуйте сердцем, прыгайте от счастья, вы ничего не представляете. Моя сила уже работает в вашей жизни и творит чудеса, и это результат моей верной, активной, искренней веры, погружения в свою мудрость, твердости своего слова. Простая вера, но настолько крепкая, что никто не сможет ее сломить. Итак, теперь вы будете двигаться вперед в любой гнетущей ситуации, вы будете храбрыми, вы будете плыть против течения,
вы подниметесь на любую гору, на которую придется подняться. Вы будете контролировать свои эмоции, вы даже будете иметь душевное спокойствие. В самых сложных ситуациях вы не потеряете настроение и мотивацию. Я зажигаю этот огонь в твоем сердце, тебе еще предстоит долгая жизнь. Ты взывал о жизни и здоровье, и я дам их, чтобы продлить твои дни с мудростью. Ты потратишь свои годы, чтобы благословлять других, сеять слова мудрости в своей семье, говорить обо мне, публиковать свою историю и рассказывать людям, что чудо ждет каждого, кто меня попросит. Я люблю тебя, и поэтому эти слова дошли до тебя. Пламя, которое сейчас загорается и горит в вашем сердце, освещает ваш путь и помогает вам понять, какую цель я имею в вашей жизни. Все ошибки прошлого послужат для тебя уроком не спотыкаться вновь о тех же камнях, открыть уста с терпением и любовью, сообщить окружающим, что я Бог любви, верный и всепрощающий Отец. Я не оставляю своих детей, не забываю ни одного из них, потому что их имена выгравированы здесь, в моем сердце. Мой завет был заключен с великой жертвой. Уже рассвет, встань, у тебя есть жизнь, иди вперед, чтобы преодолеть свои страхи, завоевать свою землю и получить свое благословение. Я хочу, чтобы ты своими глазами увидел, какую любовь я испытываю к тебе и как эта любовь растет с каждым часом. Дорогой Бог, Отец бесконечной любви и милосердия, я прихожу к тебе с сердцем, полным благодарности и смирения. Возьми в себя пламя твоей любви, которое освещает пути и согревает душу, позволяя мне увидеть красоту жизни, которую ты мне подарил. Дай мне мудрость проживать свои дни вокруг них, распространять слова надежды и веры, быть благодарным за уроки, извлеченные в моменты трудностей, за победы, достигнутые после каждого испытания, и за ошибки, которые стали ценными жизненными уроками. Помоги мне с любовью и терпеливо делиться советами, исходящими от Твоего Святого Слова и Твоего Святого Духа, чтобы направлять мои шаги и укреплять мою веру. Пусть я никогда не забуду, что Твоя любовь окружает меня каждое мгновение и что Твое присутствие постоянно в моей жизни. Даже в моменты одиночества вдохнови меня проживать каждый день с радостью и решимостью, преодолевать свои страхи, побеждать мечты в своем сердце и получать благословения, которые Ты для себя приготовил. Обновите во мне осознание того, что каждый опыт, будь то трудный или полезный, является частью большей цели в моей жизни. Позвольте мне открыть рот, чтобы говорить о вашей любви, быть отражением вашего света в этом мире, вести других навстречу вам примером жизни, которую я веду под вашим руководством. От вашего имени я благодарю вас за все, что было, есть и будет. Послушайте эти слова благословения, которые приносят мир в вашей душе и силу вашему сердцу. Все семя вашего существа покрыто моим Святым Духом, и все испытания, которые вы пережили, подготовили вас к тому, чтобы попасть сюда. Я люблю тебя и тоже верю в тебя. Я знаю, что ты можешь делать все, что захочешь, и ты не сдаешься легко. Я уже видел, как ты плачешь, борешься со страхом и тревогой, но когда ночь прошла, новый свет дня осветил твое лицо, и ты встал с новой улыбкой. «Это моя дочь, это мой сын!» — кричали ангелы с небес, внимательно наблюдавшие за ним, готовые поднять руки, освободить его от препятствий и всячески помочь осуществить его мечты. Ты позвал меня, я ответил, я показал тебе сверхъестественные откровения, я стал сильнее, продолжаю злиться при виде твоего мужества и очень нуждаюсь в твоем благословении.
У меня нет другого выбора. Я верен своему слову и выполняю то, что обещаю. Вы проявили достаточную зрелость и серьезность, чтобы быть готовыми подняться на уникальный и необычный духовный уровень. Не сравнивайте себя с другими, вам больше ничего не нужно, достаточно того, что у вас есть сейчас. У вас есть свои мечты, сосредоточьтесь на них и не тратьте время на сожаление по поводу успехов других людей, реальных или фальшивых. Пусть они живут в твоих мечтах, а ты будешь жить наяву. Вы много работали, вы боролись, не покладая рук, ваши планы не забудутся и останутся лишь записанными на выцветшем листке бумаги. Ты пришел сюда не для того, чтобы отступить, я привел тебя в это место, чтобы завоевать землю твоего благословения. Прекрасные мечты, ради которых вы так усердно трудились, сбудутся и многократно умножатся. Вы и ваша семья будете благословлены в это время, когда земля плачет и дрожит, люди оплакивают свои нужды. Но вы прославляете мое святое имя своим процветанием, а народ плачет, потому что возможности заканчиваются. Ваш разум для меня как плодородное поле. Каждое утро, когда вы меня слушаете, я сею семена, которые вскоре прорастают в новые идеи. Двери и окна небес откроются, и ваше сердце станет свидетелем этой настолько великой любви, что неудачи перестанут существовать. Мое присутствие в твоей жизни настолько сильно, что тебе некуда будет идти, прислушиваться к моим словам, чтобы обрести истинное счастье, пойти. Независимо от того, сойдут ли облака или зайдет солнце, вы выйдете с твердой решимостью, воодушевленные этим божеством. Ваши руки станут сильными, ноги гибкими, а хорошие идеи будут хлынуть в ваш разум. Мой Святой Дух поможет вам выйти и стучать в двери, куда бы вы ни пожелали. Временные испытания, через которые вы проходите, не означают, что вы побеждены. Все, что вы потеряли, вернется вам приумноженным и благословенным. Ты не рожден для неудач, ты принадлежишь мне. Ты не родился неудачником. Я люблю тебя, мои обещания тебя покорили. Не бойтесь, я был, есть и всегда буду с вами, стойте в вере. Я благословлю тебя сегодня, я дам тебе силы, я буду с тобой. Я никогда не оставлю тебя, я испытаю тебя, я отвечу тебе. Мое слово в твоем сердце, я буду напоминать тебе каждую минуту, что я всегда с тобой, и ты не одинок в этом беспокойном мире. Я повелеваю тысячам ангелов охранять твои ноги, чтобы ты не споткнулся, чтобы уничтожить опасности, таящиеся во тьме. Не стоит бояться, а если боишься, снова вставай, привыкай ходить с победным настроем. Помни, что моя любовь к тебе растет с каждым днем. Моя жертва на кресте заключалась в том, чтобы спасти тебя и дать тебе жизнь с избытком. Я отдам себя тебе без остатка, я всегда буду готов выслушать, обнять и дать тебе тот покой, который тебе нужен. Не бойся, ведь я никогда тебя не оставлю, ты мое драгоценное сокровище, и ничто и никто не сможет разлучить тебя с моей любовью. Расслабьтесь, перестаньте думать о своих проблемах, обретите этот святой покой. Я обнимаю тебя и покрываю своей благодатью, твое благополучие и счастье очень важны для меня. Я хочу услышать тебя и понять все, что тебя касается и заманивает в ловушку, и я поддержу тебя. Независимо от вашей ситуации, если что-то вас тяготит или вызывает разочарование, позвольте мне помочь вам найти решение. Мой Святой Дух обитает внутри вас и в этот самый момент дает вам силу и контроль над своими эмоциями, чтобы вы решили быть счастливыми.
И не ждите, чтобы принести счастье одному человеку. Я хочу, чтобы вы были освобождены от эмоционального рабства. Не боритесь с грехом и искушением своими силами. Дайте мне контроль над своими мыслями, своей душой, своим сердцем. Избегайте ситуаций, вызывающих излишнее напряжение. Не ступайте в дом врагов ваших, которые тащат вас за тем, чего вы не хотите, порабощают вас привычками, тревожащими мою душу. Берегите свое сердце, потому что именно там находится ваша жизнь. Будьте сильными и не позволяйте хулиганам прийти и украсть вашу радость. Я хочу быть во всем на первом месте, чтобы со мной советовались, прежде чем сделать шаг или принять важное решение, поэтому я буду направлять тебя, чтобы ты не попал в ловушку вора и яму пожирателя. Я хочу каждый день даровать мудрость вашей семье. Хочу, чтобы они были благословенны во всем, так же, как их душа расцветает и придает смысл моему слову, молитве. Благоразумием они смыкают уста свои, чтобы слово не выходило. Те, что причиняют боль. Не допускайте сплетен и клеветы, не верьте всему, что говорят люди, не верьте тем, кто, как вы знаете, все время лжет. Не позволяйте никому штурмовать вас, сохраняйте спокойствие и будьте счастливы. Твои благословения умножаются, твой дом наполняется моей любовью. Я твой верный друг, твой защитник. Приходите ко мне каждый день в искренней молитве, и я укреплю ваше сердце. Расслабься и больше не волнуйся, я заберу твои заботы. Если позволите, отложите на мгновение все заботы и отвлекающие факторы. Откройте дверь, чтобы это слово проникло в ваше сердце. Я с тобой, даже когда те, кто говорит, что любит тебя, покидают тебя, я продолжаю с тобой. Если на вас нападает кто-то, кто вас ненавидит, и вы чувствуете себя одиноким, я люблю вас и защищаю вас. Я ваш Отец, ваш Бог и ваш друг. Может быть трудно осознавать, что есть кто-то, кто любит тебя вот так, любовь, которую ты никогда не мог себе представить, заботу, которую ты никогда не испытывал. Вы осуждаете себя за свои ошибки и думаете, что недостойны такой любви. Не делайте этого, не наказывайте себя, не принижайте себя, потому что это погрузит вас в грусть и депрессию. Я собираюсь убрать духовные шоры с твоих глаз, которые мешают тебе видеть меня. Я преобразую твое сердце, чтобы оно поверило в меня. Приди ко мне, потому что я знаю, что ты устал и подавлен. Подойди ко мне поближе, чтобы обрести покой, которого ты так жаждешь, и отдохнуть. Я не хочу, чтобы твои дни были тяжелыми, чтобы ты просыпался грустным и убитым горем. Моя смерть и воскресение – это дар любви к тебе, чтобы ты мог жить с божественной радостью в своем сердце. Сегодня я разрушаю цепи, которые сдерживают ваш рост, камни преткновения, которые мешают вам двигаться вперед в будущее благословений, которые я предлагаю. Не возвращайтесь и не спрашивайте мнения тех, кто посадил вас в тюрьму. Я забочусь о его покое и благополучии, его враги хотят только, чтобы он утонул. Пробуй, дерзай и твердо иди навстречу этой новой жизни, которую я дарю тебе сегодня. Твое благословение решено, ты очень скоро подумаешь об этом. Вы должны поверить моему слову и принять его с верой и радостью. Не зацикливайтесь на своих ошибках, не будьте заурядными сами. Ваше будущее перед вами, повторяю, не теряйте времени, оглядываясь назад. Если ты чувствуешь слабость и усталость, просто помни, что я твой Отец, который любит тебя. Отдай мне себя, и я помогу тебе пройти через это.
Я здесь, чтобы выслушать тебя, обнять, утешить, сказать тебе на ухо слова жизни и любви. Я очень ее люблю и хочу, чтобы она чувствовала себя достойной моей любви. Не стесняйтесь говорить со мной обо всем, что причиняет вам боль и ранит вас. Я не хочу, чтобы вы часами мучились или позволили своему разуму стать жертвой страха. Сынок, дочка, ты мне очень дорога. И сегодня я вам рассказываю, хотя иногда у вас нет сил рассказать мне все, что произошло. Я все равно работаю и помогаю вам выйти победителем из этой ситуации. Я чувствую все, что есть в твоем сердце, я слышу все мысли, которые проходят через твой разум, и сегодня, в этот день, когда ты страдаешь больше всего, я ближе к тебе, чем ты можешь себе представить. Дочка моя, сынок, успокойся, у меня все под контролем. Не бойтесь и продолжайте верить. Я знаю, что иногда все занимает много времени, но я хочу, чтобы вы знали, что еще многое предстоит сделать и что каждая часть имеет свое место в моем совершенном и сверхъестественном плане. Терпение. Я расчищаю дороги, перемещаю горы, устраняю препятствия, сражаюсь с врагами, которых не видно обычными глазами. Чудо, о котором вы просили, придет. Я наполню тебя миром и спокойствием. Успокойся, улыбнись, все будет хорошо. Я хочу, чтобы ты был счастлив сейчас, думал и говорил о том хорошем, за что ты благодарен. Не допускайте из своих уст разъедающих жалоб, негативных слов или обескураживающих фраз. Посмотри на мои обещания и проживай каждое мгновение интенсивно, наслаждайся своими днями и рассказывай мне всю свою радость. Смотри вперед и укрепляй свою веру, думай обо всех прекрасных вещах, которые могут произойти, когда ты поговоришь со мной. Я записываю твою судьбу в свою книгу, а она уже предрешена. Произойдут мощные чудеса. Приходите искать меня каждый день, не теряйте веры, обращайте внимание на мое слово каждый раз, когда я говорю с вами, потому что я собираюсь открыть что-то чудесное. Ваша жизнь изменится, все будет хорошо, проблемы, которые вас беспокоят, исчезнут. Ты просишь меня о помощи, потому что знаешь, что я люблю тебя и что мои обещания верны. Конечно, я помогу вам покоиться с миром и прожить свою жизнь с силой, миром и зная, что ваш Небесный Отец всегда рядом с вами. Даже в моменты слабости, когда вы чувствуете, что потерпели неудачу, знайте хорошо, что даже когда дела идут не так, как надо, и вы иногда допускаете ошибки, моя благодать безгранична, мое милосердие безоговорочно. Я еще не влюблялся в тебя, и тем более не влюблюсь. Теперь, когда ты нуждаешься во мне больше всего, когда твое сердце болит, когда твоя душа плачет, когда ты открываешь глаза утром, послушай меня еще раз, и ты найдешь в себе силы продолжить день. Ты должен жить, ты должен идти вперед, несмотря на препятствия. Посмотрите на мои обещания. Когда придут приступы, больше не отчаивайтесь, не сдавайтесь, когда возникают проблемы, не грустите, когда вам угрожают, помните, чего вы для меня стоите, и если вы противны людям, верьте с всем своим сердцем. Это ваш год, и из всех уроков, которые вы усвоили в том времени и в том месте, в котором вы находитесь, родится великое духовное и вечное богатство. Я благословляю его, чтобы он мог процветать. Многие хотят подчинить ее своему эгоистическому образу мышления и сказать, что любят ее, но они хотят украсть ее и заставить следовать невыполнимым правилам, которым они сами не следуют.
Они одевают себя в одежды праведности и ложной святости, говорят, что они лучше вас. И что бы вы ни делали, вы всегда злые, во всем виноватые, самые грешные в глазах этих извращенцев. Для них это никогда не будет иметь никакой ценности. Я посылаю тебя на полную свободу. Пусть сегодня ты спишь спокойно, и пусть мой Святой Дух говорит с тобой ночью. Я исцелю твою душу и разум, разорву все цепи, которые ты еще носишь, и когда ты проснешься утром, ты будешь свободен навсегда. Ваше счастье больше не будет зависеть от мнения людей. Наконец ты будешь тем, кем ты есть на самом деле, моей дочерью, моим сыном, мудрым и умным, кротким, настойчивым и мужественным по характеру, полным живой, горячей, сильной и мощной веры. Оно внутри меня в самые худшие моменты, когда люди причиняют тебе боль и выбрасывают твои чувства, когда вокруг тебя темно и ты чувствуешь, что нет смысла продолжать. Ты мой, и тебе следует смотреть на более красивые вещи. Не беспокойся о том, чтобы жить, плача под этой крышей, где ты чувствуешь только отвращение, но я люблю тебя, я помогаю тебе, я прощаю тебя, я могу восстановить тебя, я могу дать тебе лучшее будущее, сильные дары и таланты. Мира, радости и здоровья. Займи свое место, встань достойно. Ты принцесса, принц, навечно защищенный твоим могучим небесным Отцом. Скажите своими губами: «Я верю в тебя, дорогой Отец». Я даю тебе возможность, о которой ты просишь. Я убираю с твоего пути препятствия, которые стояли на твоем пути. Я собираюсь удовлетворить просьбы, о которых вы молились. Многие ситуации в вашей жизни изменятся, вы увидите, как преобразится ваш характер, семья и дом. Я хочу, чтобы вы сегодня сосредоточились на предстоящих днях, отпустили прошлое и доверились мне, чтобы полностью изменить вашу жизнь. Вам придется оставить позади многое, что ведет вас к глубокому колодцу. Вам придется обратить взоры на небесное и отложить мирскую суету. Твоя жизнь так драгоценна, твоя семья прекрасна, а планы, которые у меня есть на тебя, настолько велики, что в это может показаться трудным поверить. Вы не достигнете своей мечты самостоятельно, признайте это. Вы достигнете своих целей только в том случае, если поверите в мою благодать и мою силу. Не доверяйте полностью людям, которые обещают вам нерушимую дружбу. Люди могут вас подвести, но я единственный, кто никогда не подведет. Близко время, когда вы получите благословения, которых так долго ждали. Очень скоро наступит день, когда заботы и нужды останутся позади, а в вашей жизни воцарятся настоящий и чистый мир и изобилие. Но ваша вера в мое слово имеет решающее значение для того, чтобы вы оказались там, где вам нужно, и когда вы там, стойко стойте против врагов, которые приходят бросить вам вызов. Завистники не успокоятся, они придут насмешливо и попытаются сбросить тебя с дороги, но если твои глаза будут устремлены на исполнение моего Святого Завета, и если мои обещания и слова выйдут из твоих уст с верой, вы быстрее достигнете пункта назначения своей судьбы и останетесь стойкими перед лицом конфликтов. Я собираюсь принести новое откровение в твою душу, я раскрою свои тайны. Ты удивишься, увидев, как сильно я тебя люблю и как сильно я тебя благословил. Ответьте мне, готовы ли вы получить свое благословение? Расскажи мне, что чувствует твое сердце, я знаю, что ты любишь своих детей, они для меня тоже важны.
В своей книге я записала их имена, фамилии, лица, сердце, мысли, пожелания, ошибки, грусть и желания. Я никогда не забуду все, что они для тебя значат. Я хочу, чтобы он успокоился и больше не страдал из-за принятых ими решений. Похоже, они на неправильном пути. Не беспокойся о том, что ты больше не можешь контролировать. Оставь все, что тебя беспокоит, мне. Сосредоточьтесь больше на своей жизни. Беспокойство ослабит вас, а также лишит покоя. Сохраните свою энергию и веру, потому что я хочу, чтобы вы молились об этом. Пришло время отпустить то, что вам нужно отпустить. Голуби выросли, и теперь им нужно летать, брать их с уверенностью, давать им крылья свободы, ибо истина в том, что пока вы молитесь за них, моя защитная мантия всегда будет их прикрывать. Примите то, что я говорю, и доверьтесь моей воле. Ваш разум перегружается, когда вы поддаетесь искушению контролировать, принимать решения за своих детей, открывать или закрывать для них пути. Предоставьте все мне, есть грань, которую они не могут переступить, честь своей семьи и своего дома всегда нужно уважать. Если они делают что-то не так, ты не можешь молчать. Я дам тебе силу, мир и мудрость, когда тебе нужно будет встретиться с ними, но никогда не разговаривай с ними в гневе. Следите за тем, что выходит из ваших уст, слова, которые вы говорите, и действия, которые вы предпринимаете, могут вызвать глубокие раны или привести к исцелению. Я не был с тобой строг, не наказывай его. Я пришел, чтобы дать вам любовь и спасение от ваших ошибок. Теперь сделайте то же самое с детьми, которых вы носите в своем сердце. Верьте, что ошибки будут, слезы будут пролиты, но спасение, пришедшее в вашу жизнь, достигнет ваших детей в нужное время, в мое идеальное время. Обновите свою энергию и успокойте свои душевные боли. Поверьте, что я это сделаю, потому что я ваш Отец Небесный, заботящийся о каждом аспекте вашей жизни, даже когда он находится за пределами вашего зрения, прикосновения или понимания. Дорогая моя, верь, что скоро вдруг произойдет то, о чем ты молишься. Ваше чудо окажется прекраснее, чем вы когда-либо мечтали. Не позволяйте нетерпению затмить ваш взгляд, а сомнениям и негативным мыслям отвратить вас от меня. Ни одна ситуация не должна заставить тебя усомниться в моей любви, потому что мое сердце предано тебе. Погрузитесь в мои слова. Пусть сила моих обещаний наполнит вас надеждой и счастьем. Иди, дитя мое, и не бойся жизненных бурь, знай, что я твоя крепость и убежище. Когда ты почувствуешь слабость, я дам тебе необходимую силу. Если ты не понимаешь, я покажу тебе правильный путь. Когда тебе грустно, я утешу тебя своей бесконечной любовью. Помни, я с тобой, каким бы тяжелым, каким бы темным ни был путь. Я рядом с тобой, я поддерживаю тебя. Оставайся верным до конца. Я буду вести тебя правой рукой, сын мой. Не волнуйтесь. Вы не одиноки на этом жизненном пути. Я знаю, что путешествие по этому миру временами может быть трудным и опасным, но я хочу, чтобы вы поднялись выше. Не поддавайтесь трудным временам и не расстраивайтесь, когда чувствуете, что все против вас. Помните, вы не одиноки. Я с тобой. Моя любовь и поддержка никогда не покинут тебя. Это обещание, которое я дал вам, и я выполню его не только в вашей жизни, но и в жизни ваших будущих поколений.
Так что не волнуйтесь и не отчаивайтесь, когда вам придется пройти через сухую и бесплодную пустыню, ибо я буду с вами как оазис любви и источник живой воды. Когда ты чувствуешь себя слабым и бессильным, не стесняйся обращаться ко мне, потому что моя могучая рука всегда прикроет тебя в твоей величайшей нужде. Я буду твоим убежищем, твоей силой, и ты найдешь во мне силу преодолеть любое препятствие, встающее на твоем пути. В этих словах вы найдете руководство и утешение, которые вам нужны. Они предлагают ответы на ваши вопросы, рекомендации по вашему выбору и утешение от вашей боли. Мои обещания предназначены для того, чтобы вы их выполнили. Когда вы сохраните мои учения в своем сердце и будете жить по ним, вы увидите мир за пределами всякого понимания. Итак, сын мой, не теряй надежды, встретив жизненный перекресток. Помните, у меня есть для вас идеальный план, даже если путь не ясен. Поверьте, что я делаю все для вашего блага с любовью и точностью. Помните, каждый опыт, победа или испытание – это шанс вырасти и обрести понимание. Даже в трудные времена я всегда с тобой, никогда не оставляя тебя одного. Когда жизнь кажется слишком сложной, когда неуверенность, сомнения или страхи затуманивают твой разум, знай, что я твое прибежище. Ты можешь молиться мне, заботиться обо мне, ведь для меня нет непосильной ноши, и я слушаю каждую молитву и зов сердца. Помните, что моя цель для вас велика, и мои благословения обильны. Вам просто нужно доверять. Вы увидите, как мои обещания исполнятся в вашей жизни, что бы ни случилось. Что бы ни случилось, я исполню все, что написано в моем слове. Так что не расстраивайтесь, когда вас ждут трудные времена, ведь это всего лишь шаги, которые приведут вас к вершине вашей успешной и победоносной судьбы. Сын мой, будь уверен в моих силах и не отклоняйся от моего пути. Не поддавайтесь злым желаниям и не поддавайтесь искушениям, с которыми вы можете столкнуться на своем пути. Будь верен и взирай на меня, своего наставника и защитника. Я помогу тебе ориентироваться в бурных водах жизни, и вместе мы выдержим все штормы. Подойди, дитя мое, подойди ко мне, и я утешу тебя в твоей беде. Я наполню твое сердце счастьем и принесу в твою жизнь новые благословения. Я обещаю дать вам как духовные, так и мирские дары, но только если вы будете твердо держаться своей веры и доверять тому, что я изложил. Никогда не отворачивайся от моей заботы и моей любви, ибо тебя ждут чудесные вещи. Не обращайте внимания на тех, кто пытается подорвать вашу веру, и доверяйте их обидным словам. Не подчиняйтесь неправильным путям этого ложного мира. Вместо этого сосредоточьтесь на моем любящем и мудром голосе, который будет вести вас в правильном направлении. Сопротивляйтесь разочарованию. Утвердитесь в моих учениях, несущих жизнь и истину. Знайте, что с каждым шагом и выбором я остаюсь с вами, предлагая свою заботу и руководство. Идите вперед с верой, держитесь данных мною обещаний, ибо они исполнятся в свое время. Знайте, что в вашей жизни есть неиспользованные благословения и возможности. Положитесь на меня и следуйте моим словам, потому что вам предстоит сыграть важную роль в этом мире, и вместе мы добьемся ее. Помните, когда вы чувствуете себя слабым, вы можете найти в себе силы, зная, что моя любовь и сила с вами.
С моей помощью ни одно путешествие не станет слишком трудным. Вы сможете преодолеть любое препятствие. Вы никогда не одиноки. Я всегда здесь, чтобы обеспечить вам любовь, поддержку и защиту. Доверься мне и моему плану для твоей жизни и чудес, которые ждут впереди. Продолжайте двигаться вперед, потому что в будущем вас ждут радость, цель и благословение. Не сдавайся. Оставайся в вере до конца. Вы сильнее и храбрее, чем думаете. Поверьте мне, и я помогу вам преодолеть ваши тревоги и неуверенность. Сегодня я с любовью и нежностью хочу, чтобы ты прислушался к моим словам и записал их в своем сердце. Я желаю, чтобы вы всегда носили их как сокровище, освещающее путь истины. Слушайте их и держите их рядом с собой, чтобы вы могли жить безопасно, мирно и не опасаясь несчастий. Дорогая моя, я понимаю, что жизнь может быть трудной. Вас ждут трудные времена. С нетерпением ждем крепкого здоровья, мирных отношений и процветающего будущего, которое Бог запланировал для нас. Во имя Иисуса Христа давайте проявим терпение и дождемся Его времени, чтобы Он мог сделать все возможное. Он Бог чудес, и Его энергия не знает границ. Мы заявляем, что будем здоровы физически и финансово, и что мы сможем объединить наши семьи в любви и мире. Он может сделать неизмеримо больше, чем мы просим или во что верим, в зависимости от силы, действующей внутри нас. Пусть и мы получим всю славу и честь от Бога. Возможно, это так. Перед лицом невзгод и неопределенности мы можем развить в себе чувство благодарности и хвалы, поскольку твердо верим в Божьи обещания относительно нашего здоровья, финансов и семей. Давайте примем сознательное решение поблагодарить Бога за Его неизменную доброту и верность по отношению к нам. Во всем, что Он делает для нас, давайте воздадим Ему славу. Важно, чтобы мы помнили времена, когда Он помогал нам, заботился о нас и восстанавливал наши отношения. Воздайте Ему славу за Его бесконечную доброту и любовь, которые поддерживают нас изо дня в день. Бог любит награждать своих детей особыми вещами, и Он хочет обильно благословить нас. Таким образом, развитие чувства благодарности готовит нас к получению от Него еще большей пользы. Мы молимся за то, чтобы наше здоровье улучшилось, наши финансы увеличились, а наши семьи были объединены в любви и мире. Бог может сделать многое, особенно когда мы молимся или думаем с ожидающим сердцем. Поэтому мы молимся о здоровье, богатстве и долгой счастливой жизни. Давайте продолжать двигаться вперед, зная, что Бог всегда с нами. Помимо того, что Он привел нас в богатую жизнь, которую Он приготовил для нас, Он заверил нас, что никогда не оставит и не покинет нас. Давайте твердо придерживаться нашего исповедания веры и взирать на Иисуса, автора и совершителя нашей религии. Когда мы поступаем в послушании Слову Божьему и доверяем Его обещаниям, мы можем быть уверены, что Он выполнит все именно те компоненты, которые Он задумал для нас. В ответ на призыв Иисуса мы можем радоваться, зная, что наша семья, финансы и здоровье будут процветать. Давайте поверим Слову Бога, Его неизменной любви и обеспечению, веря, что Он сдержит свои обещания. Затем в благодарность мы восхваляем Его за все хорошее, что Он запланировал для нас, как сейчас, так и в будущем. Возможно, это так.
Теперь я должен изложить для вас планы, пока вы стоите на пороге, казалось бы, еще одного обычного месяца, чтобы помочь вам стать нацией безграничного богатства, беспрецедентного здоровья и огромного успеха. Я тщательно разработал стратегию. Ваше присутствие подтверждает мое изобилие до наступления полумесяца этого месяца, и это письмо является небесной гарантией этого факта. Боже милосердный, начнем с гарантии бесконечного богатства. Богатство включает в себя не только материальные блага, оно также включает в себя знания, связи, жизненные уроки и духовный смысл. Способы, о которых вы никогда не думали, пригодятся, когда в предстоящие дни для вас откроются двери. Появятся возможности для финансового процветания, а также возможности для личного и духовного роста. Ваше богатство, которое скоро будет унаследовано, будет использовано как инструмент не только для вашей выгоды, но и для того, чтобы вы могли выделиться из толпы в жизни близких вам людей. Это сокровище, которое питает душу и тело. Кроме того, быть физически, психически и социально здоровым гораздо более ценно, чем просто не болеть. Вы можете испытать прилив энергии и сил, которые помогут вам реализовать свои цели и достичь цели в жизни. Это здоровье может стать основой, которая откроет дверь к богатству и успеху, которые вас ждут. Жить полной и полноценной жизнью, где ваши желания легко исполняются, и вы можете благословлять других, это истинная суть процветания. Это позволит вам легко пройти через двери возможностей и стоять на своем, преодолевая трудности существования. Ваше сердце наполнится радостью, удовлетворением и гармонией, поскольку это богатство пронизывает все аспекты вашей жизни. Хорошие вещи придут к вам во всех сферах вашей жизни, в ваших отношениях, в вашей работе и в вашей благодарности. Однако вместе с этими вкусностями приходит тонкое напоминание о том, что теперь они находятся на пути не только сохранения, но и обмена. Когда деньги, здоровье и успех используются для воспитания других людей, распространения сострадания и любви, чтобы сделать мир лучше, их истинная ценность становится очевидной. Подсчитывая свои благословения, следите за теми, кого вы можете воодушевить, делясь своими обильными благословениями со всеми, кого встречаете. Это привлечение выгод является призывом к вере и доверию. Это призыв верить в то, чего мы не можем видеть и на что не можем надеяться, даже когда все вокруг говорит об обратном. Ранее немыслимые задачи становятся выполнимыми. Вера может содержать секрет получения таких преимуществ. Ваша непоколебимая вера в мою доброту и мои способности заложит основу для материализации этих обещаний в вашей жизни в будущем. Временами вы можете бояться или сомневаться, но когда придет это время, помните об этом обещании и храните его как маяк и источник надежды во тьме. В течение этого месяца пусть он станет якорем для вашего духа и напоминанием о том, что планы, которые у меня есть для вас, это хорошие планы, которые принесут вам удачу. Когда вы путешествуете по жизни, появляются возможности, пытающиеся найти дорогу к вам. Это необычные двери, они ведут к мечтам, которые, как вам казалось, были недостижимы, к амбициям, которые вы считали слишком высокими, и к будущему, о котором вы смели только мечтать. В среде, где стены были непроницаемыми, а дороги казались перекрытыми, моя энергия обладает потенциалом открывать двери, ведущие к самореализации, достижениям и целям. И, возможно, именно вы это увидите.
Произносите это «Аминь» в сферах вашей профессиональной жизни, академических занятий, личных отношений и духовного роста. Эти двери откроются. Открытие каждой двери поможет вам максимально раскрыть свой потенциал. Кроме того, я могу хорошо говорить о тебе с нужными людьми, потому что сила слов может раскрыть реальность. Доверьтесь самым сильным адвокатам, которых вы можете попросить, чтобы они выступили на вашей стороне, поддержали ваше дело и согласовали ваши цели. Наставники, лидеры, друзья и даже незнакомцы все могут дать нам такую точку зрения. Я буду направлять вас своей рукой, воодушевлять вас, а их слова откроют ваш разум, создадут союзы и создадут пространство, где ваши таланты смогут процветать, а ваш вклад будет оценен по достоинству. Получив эту печать небесного одобрения, ваш статус повысится, а ваши таланты будут признаны и оценены. Еще один аспект моего обязательства перед вами – это снятие ограничений. Непривлекательный жизненный опыт обычно является результатом суровых условий. Некоторые из них очевидны, другие нет, но я могу расчистить вам путь. Будучи вашим верным хранителем, вы сможете преодолеть, казалось бы, непреодолимые трудности и устранить то, что вас сдерживает. Это не только облегчит ваши манеры, но и укрепит вашу веру и сделает вас более устойчивыми. То, что мешало вам отставать от графика, теперь может стать движущей силой вашего прогресса. То, что вас спрашивали раньше, теперь обогатит ваши решения. Это небесное устройство не случайно. Это отражение моей любви к вам и моего желания, чтобы вы жили не только комфортной, но осмысленной и эффективной жизнью. Вы должны помнить, что когда двери открываются, голоса говорят о вас хорошо, а препятствия устраняются. Это идет не только в вашу пользу. Это возможность изменить ситуацию, пролить свой свет и стать источником надежды и вдохновения для других. Примите это приключение непредвзято, щедро и с чувством удивления. Сохраняйте спокойствие и помните, что Бог – источник всего добра. Воспользуйтесь возможностями, сохраняйте оптимистичный и поддерживающий тон, когда о вас говорят, и предложите помочь другим установить границы, прежде чем они уведут вас. Поступая так, вы укрепляете свои перспективы на будущее, одновременно положительно влияя на мир вокруг себя, создавая цепную реакцию счастья, выходящую за рамки вашей собственной жизни. Благодарность и вера являются краеугольными камнями подобных заверений, поэтому сохраняйте их. Они позволят вашему сердцу увидеть и оценить множество способов моих благословений в вашей жизни. И помни, я всегда с тобой, направляю тебя и наблюдаю за тобой. Итак, обратите внимание на чудесные вещи, которые происходят на вашем пути, и верьте, что они реальны в мое время. Помни, дорогой мой ребенок, что ты никогда не останешься один в этом путешествии, каким бы страшным оно ни было. Я открою двери рядом с вами еще до того, как вы до них доберетесь, вдохновлю людей, с которыми вам еще предстоит встретиться, сказать хорошие слова в вашу жизнь и устраню как видимые, так и невидимые пути. Божественное вмешательство, неустанная помощь и безграничная любовь – вот мои обещания вам. Так что идите вперед с уверенностью, потому что награда уже в пути. Потенциально будут проведены линии, открыты двери и устранены препятствия. Пусть твой путь будет полон чудес и преимуществ, и пусть твой путь будет ясен. Это обещание
ваша гарантия того, что произойдет, так что сдержите его. Открывшиеся двери, преодоленные препятствия и слова поддержки, определившие вашу судьбу, могут удивить вас прогрессом еще до того, как вы это заметите. В этот священный момент, мой дорогой малыш, ты стоишь на пороге великих перемен. Вы родились свыше как новый человек, дитя Божие и преданный ученик Иисуса Христа. Это новое начало пути полного благодати, любви и разума. Примите свою новую личность, зная, что она начинает жизнь с безграничным потенциалом и небесными обещаниями. Родиться заново новым человеком значит начать все сначала с сердцем и душой, находящимися в гармонии с моей волей. Это как получить новый планшет. Это шаг к тому, чтобы уйти от прошлого со всеми его сожалениями и ошибками и поверить в то, что я прощу и полюблю тебя. Это возрождение с обновленным чувством цели и более тесной связью с самим собой является призывом испытать жизнь в полной мере. Теперь, когда у вас есть необходимые инструменты, вы можете с оптимизмом и силой решать проблемы своего образа жизни. Неизмеримо знать, что я не одинок, но мое присутствие как дитя Божье направляет и поддерживает вас. Быть любимым безоговорочно и быть частью семьи, которая не знает границ между небом и землей, это глубокая уверенность, которая приходит с этим отождествлением. Это служит постоянным напоминанием о том, что вы – особенное существо, созданное по моему образу, с особыми дарами и талантами, которыми можно поделиться с миром. У тебя есть моя сила, мое понимание и мой мир, как в детстве, и я буду использовать их, чтобы помочь тебе пережить хорошие и плохие времена. Это личный призыв к действию, чтобы показать миру, как сильно я забочусь о том, чтобы вдохновлять других и утешать угнетенных. Говорят, что те, кто следует за Иисусом, идут по Его стопам, воплощая в жизнь Его учение о любви, сострадании и прощении. Хотя этот курс не всегда безупречен, он того стоит. Живите согласно учению Иисуса, стараясь смотреть на мир так, как Он, помогая угнетенным, любя тех, кого нельзя любить, и прощая, когда вам причиняют боль. Когда мы начинаем наш путь постепенного развития и изменения, моя рука будет постоянно формировать и лепить вас. Когда вы восхищаетесь красотой пребывания со мной, ваше стремление следовать за Иисусом становится источником энергии и радости. Стать учеником Иисуса Христа и стать новым творением по образу Божьему – это только начало невероятного пути. Это приключение создано, чтобы удивить вас, перенести в новое место, поставить перед вами новые задачи и принести неожиданные преимущества. Мои замечательные идеи для вас и дополнительная информация о вас станут вам понятны по мере нашего продвижения вперед. Вы никогда не будете одиноки, даже когда испытаете крайнее счастье или крайнюю печаль. В моей компании вы часто можете найти поддержку и утешение, а моя любовь будет рядом с вами, несмотря ни на что. Вы начали новую жизнь, характеризующуюся свободой жить без бремени предыдущих ошибок, свободой искать свою божественную миссию и свободой наслаждаться моей любовью в полной мере. Спокойствие среди бурь и радость, не знающая границ, описывают эту новую жизнь. По мере того, как вы будете возрастать в своем понимании следования за моим Сыном Иисусом, вы увидите, что даже мирские времена наполнены моим влиянием. Глядя в будущее, мы полны надежды и новых желаний, зная, что Вселенная всегда будет нас обеспечивать,
пока мы связаны с ее бесконечными знаниями и любовью. Пусть изобилие Вселенной вдохновит вас жить жизнью, полной радости, цели и практического успеха. Пока ты, дорогой новорожденный, готовишься удивиться этому, обними его с распростертыми объятиями и благодарным сердцем и знай, что ты заслуживаешь всего, что может предложить мир. Понимая, что лучшее еще впереди, поразмыслив, мы можем обнаружить, что боремся со своими личными амбициями и мечтами, надеясь на изобильную и успешную жизнь. Мы наиболее открыты для того, чтобы услышать божественный голос, обращающийся к нашим сердцам со словами любви и поддержки, когда мы наиболее уязвимы. По его словам, мой любимый сын громко разговаривает. Я накопил больше богатства, чем мог себе представить, и зарабатываю значительные суммы денег без особых усилий. Когда эта фраза произнесена с такой искренностью и убежденностью, она находит отклик в нас и вызывает фундаментальные и сильные эмоции. Мы подчиняемся божественному повелению и произносим слова вслух с убежденностью, потому что Вселенная, кажется, говорит нам, что мы достойны и способны проявить многое в нашей жизни. Я накопил больше богатства, чем мог себе представить, и без проблем зарабатываю огромные суммы денег. Мы чувствуем прилив энергии, текущий через нас, когда слова покидают наши уста, как будто мы соединяемся с сущностью изобилия. Повторяя это утверждение снова и снова, мы чувствуем, что освобождаемся от жестких убеждений и страхов, которые мешали нам полностью раскрыть свой потенциал. Поскольку мы являемся активными участниками создания нашей собственной реальности, мы принимаем и прославляем нашу внутреннюю ценность и богатство, которые по праву принадлежат нам. Небольшие изменения наших внешних обстоятельств показывают, что Вселенная реагирует на наши мысли и желания. Поскольку мы работаем над поддержанием и подтверждением нашего изобилия, это может быть случайная встреча с кем-то, кто знакомит нас с выгодной инвестиционной возможностью, которая приведет нас к богатству и самореализации. Или это возможность трудоустройства, которая появляется из ниоткуда и предлагает больший доход и большую финансовую безопасность, чем мы когда-либо могли себе представить. Эти шансы представляются нам как способ Вселенной направить нашу энергию на проявление богатства в нашей жизни. Нас похитили. Откройте дверь своим отношениям прощения и благодарности, дайте им еще один шанс. Продолжайте молиться за своих детей, и теперь вы почувствуете мой покой, уверенность в том, что ваши дети в моих руках. Какой ты красивый человек, мне нравится твой путь, мне нравится то, что ты чувствуешь, когда говоришь со мной, когда закрываешь глаза. А как мне нравится заставлять твое маленькое сердечко биться в ритме радости, наполнять тебя божественным счастьем, которое я вселяю в твое существо, устраняя весь дискомфорт, боль и болезни. Я хочу, чтобы ты почувствовал себя очень любимым после того, как выслушал меня. Нет причин оставаться разочарованным и оплакивать ситуацию, с которой вы столкнулись. Я люблю тебя, и сегодня ты почувствуешь это во многих отношениях. Я собираюсь продемонстрировать это и сказать своими сильными словами. И если кто-то придет с причиной конфликта, ты немедленно почувствуешь божественную любовь, которая наполняет нас. Если какая-то ситуация тебя беспокоит, мои объятия покроют всю боль. Она уйдет, и твое сердце продолжит наполняться счастьем. Ваша семья и друзья будут удивляться, почему вы так счастливы. Ваши враги убегут с чувством беспомощности, потому что они не причинили вам страха или страданий,
вокруг вас возникнет сверхъестественная стена божественной защиты. Возле вашего дома разместятся тысячи ангелов, которые будут защищать вашу семью день и ночь. Верьте всем своим сердцем. Эта любовь, которую я испытываю к тебе, реальна, а не плод твоего воображения. Она так же истинна, как воздух, которым ты дышишь, сильнее и прекраснее любого чуда, о котором ты просишь меня. Моя любовь покрывает тебя и дает тебе жизнь. Это величайшее благословение, которое вы можете получить, поэтому мне так нравится ваше благодарное отношение. Каждый день, просыпаясь, ты благодаришь меня за свою жизнь, ты отдаешь свою судьбу и дни в мои руки. Вы являетесь примером веры, хотя другие смеются над вами за веру во всемогущего Бога, которого вы не видите, но вы знаете, что я реален, что я забочусь о вас и наблюдаю за вашими нуждами. С этой верой ты поднимешься, ты будешь жить, ты будешь чувствовать, ты будешь знать, что ты сын, дочь Творца Вселенной, с тем счастьем, которое сияет бесконечной безопасностью на каждом твоем шаге. Сынок, доченька, я восхищаюсь твоим сильным характером. Я благодарна, у тебя такое прекрасное сердце. Завтра приходи сюда, я буду ждать, когда ты снова обнимешь тебя с моей любовью. В ранние часы дня, до восхода солнца, я буду здесь для тебя, я люблю тебя. Если вы хотите избавиться от проблем, которые у вас есть сегодня, слушайте меня внимательно. Сегодня вы услышите свое решение из моих собственных уст. Может показаться, что твое положение очень тяжелое, но ты уже отдал мне свою жизнь и сердце, и я вложил в тебя свою душу, веру в то, что для меня нет ничего невозможного. Я хочу, чтобы вы думали, говорили, кричали, писали, но мое самое большое желание, чтобы вы поверили. Кричите теперь с верой, для Бога нет ничего невозможного. Наполните себя этой защитой, мое обещание живо, и когда я пошлю вас исцелить вашу землю и внести изменения в вашу жизнь, мое слово не вернется ко мне пустым. Иногда трудно что-то изменить, но ты – дитя всемогущего Бога. Немедленно обновите свое мышление, я помещаю в вас мой святой божественный дух, вы также несете в себе мою сверхъестественную силу. В мире, полном испытаний, где тени сомнений кажутся вечными, я хочу принести вам свет надежды и любви. Представьте, что в каждом неуверенном шаге и каждой одинокой ночи рядом с вами находится огромная сила, готовая направить, исцелить и изменить вашу жизнь. Откройте свое сердце, чтобы получить благословения, которые уже в пути, и почувствуйте, возможно, как никогда раньше, утешительное присутствие, которое сопровождает каждый момент нашей жизни. Когда бы вы ни молились, я всегда рядом, чтобы услышать вас. Я прекрасно знаю, через что вам пришлось пройти, я знаю, что вы чувствуете сейчас, и более того, я осознал, насколько вы были верны в мое трудное время. Все ваши сомнения, страхи и неуверенность учтены. Я отвечу на каждое и наполню вас спокойствием. То, что вас так болит и беспокоит в жизни, будет устранено. Я уберу все препятствия на вашем пути или дам вам средства для их преодоления. Я действительно очень счастлив с тобой, потому что ты ищешь меня и хвалишь меня. Со временем я увидел, как ты справляешься в трудных ситуациях, и даже если ты не веришь, я был рядом с тобой, открывая двери.